Я Маматбеков Сухраб Залым. Таджикистан, Рашкалинский район. Вот год никак не могу я замолвить. 3 раза я билет покупал никак. Вот даже депортировали меня. Я сразу билет покупал. Возвращение народа и так тоже. А за что вас депортировали? Вы не можете выехать, вас депортировали. А в решении сюда дайте мне вот депортация ваша. Пожалуйста. Маленький 3 класс. Значит, вот посмотрите, у вас 13 апреля 2015 года депортировал, значит, Видновский городской суд Московской области, правильно? Ну. Вы решили уехать на родину. Да. У вас написано, что здесь? Вы постановили. Значит, суд постановили, может быть, обжалован, Московский городской суд, областной суд в течение 10 дней. Сумма штрафа перечислит в ОПК в размере 5000 рублей. Ваша фамилия Маматбеков Сухраб Юзалаевич, правильно? Да. 1975 года рождения, 10.07. Вот длительное время вы находитесь в России, вы хотите поехать на родину, а у вас еще есть квитанция оплата, правильно? Да, вы платили. Вот. Квитанция, да, вот и все. Да. Вот там. Да. И вы говорите, что 3 раза приобретали билетов, правильно? Да. И вам запрещено выехать на территорию Таджикистана. В чем они объясняют? Не знаю, что сказали, штраф где-то, я никак не могу делать. Ну, в принципе, даже в нормальных цивилизованных странах, в аэропорту, если штраф, пожалуйста, касса, я заплачу вам штраф. Я сказал, что мы Да. ничего не можем помочь, иди тебе. Даже предлагал сотрудникам, Да. берите хоть больше денег, но дайте мне поехать к себе на родину. Вот сейчас смотрите, забито в спецприемниках одни граждане Таджикистана, которые законно приехали. Я ничего не открываю. Их продают по 50-100 тысяч рублей. Продают их просто. Приезжают, забери в Сахарове, 50 тысяч есть, нет. Все с документами. А кто без документов, на свободе. Мы все сюда приехали с надеждой. Я, в том числе, гражданин России, приехал с надеждой. Что делать? Давайте мы сделаем с вами так. Вот это видеообращение, что ваши там дети находятся. Они посмотрят. Я думаю, представители посольства тоже посмотрят. В базах нету. Ваша вот позиция. Давайте мы подготовим это письмо на основании нашего видео с вами. Что будет с судьбами миллионов людей, мы тоже не знаем. Не знаем. Люди сейчас не знают, куда эти регистрации делают, потому что везде практически закрыли. 7 дней человек прилетает с Таджикистана на работу, он сейчас буквально на 8-й день уже, потому что написано работа, если он не сделал, он уже подлежит под запретом. А вам надо ехать на родину. Я так понял, что вы больше назад не хотите приехать в Россию? Нет, не хочу. Почему? Ну, у меня же дети там. Устали. С какого года ты в России? С 2000. С 2000 года. Да. И так каждый год ездил, приехал. Законы были более, значит, такие, значит, благоприятными для вас, вы приехали и уезжали. А сейчас уже устали. Да, Нас. устали, да. Все устают правильно миграции. 25 лет мы в миграции находимся. И все устали на самом деле. Значит, я надеюсь к тому, что в ближайшее время уточним или узнаем, в чем причина здесь. Ну, да. Сам. Вы рассказывали, что когда-то к вам заходили сотрудники ФМС на объект, да, и вас всех забрали куда? Вот это именно тогда было? Нет, это не было. Это был 2011 год. В 2011 году? Да. Да. Я после этого домой и обратно. И приехал. Да, Тогда нет. ничего не было. Так, В последнем прошлом году уже когда пошел. Вот когда вы показывали билет, прошли, регистрацию прошли в самолете? Нет, не из таможни, короче. Ну, регистрацию прошли, значит, вас вещи уже вошли, соответственно, в самолет. И когда уже пошло, значит, проверка вашего паспорта, и вам говорит, дорогой, можете остаться в России еще на длительное время. При этом у вас никаких документов нет. Нет. И не сказали вам, куда идти. Да сказали, иди сам, да, ничего не знаю. А куда, не знаю. Значит, получается, есть ваша фамилия, якобы вы задолжали Россию деньги, или где-то там не так, значит, прошли дорогу, а сотрудник, который с вами разговаривает, таможенный контроль, не представляет, что с вами дальше делать. Да. И такие, как вы, сегодня почти получается, может быть, десятки тысяч граждан Таджикистана находятся, начиная с Смоленска до куда, с Калининграда, как говорим, до Якутии. Я вас понял. Сын работает, так мне
где работа не знаю, что у меня дело. Что дело? Ну вот вы были у брата родного, сейчас будете у меня несколько месяцев. Потом все вместе пойдем куда, значит, если рядом с Мавдалеем. Вместе там можно нам палатку поставить, все вместе там будем находиться. И последний раз вообще мне сказали это без возврата. Это, а так вот 2 раза. На какой авиарейс 70% нет, там, 2 раза который. забрали, да? Да. За 12 тысяч покупали, вообще мне. Ну русский народ нас любит, это сразу говорю. Русский народ, русский человек нас уважает. Это много народов других, которые они стараются это сделать по-другому, понимаете? Нет. Да. Спасибо. Всего Спасибо вам тоже.